Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему, что резко поменяется у вас со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, у вас настроение поменяется, прям улучшится. Такой прям прилив энергии, вы аж светиться будете. Здесь благодаря какому-то человеку у вас такая резкая смена состояния, настроения. Вас кто-то порадует, и удивит, и внимание вам окажет, и развлекать вас станет. То ли кто-то приедет, то ли кто-то появится, то ли кто-то проявится. И это будет незабываемо. Настроение позитивное. Если что-то болело, как рукой снимет, да, потому что настроение меняется, вы о болячках даже не вспомните, вы о проблемах даже не вспомните. Это человек, который вас удивляет, радует. Он как будто бы как солнышко, да, все тучи разгонит. Прекрасное настроение, прекрасное состояние, которое продлится несколько дней, а может быть и несколько недель, а может быть и того дольше. Но хороший знак во благо вам, тьфу-тьфу-тьфу, пусть нужные люди обязательно и объявляются, и проявляются, и, конечно же, радуют вас, меняют вашу жизнь к лучшему. Здесь какой-то как сюрприз мне идет, да, вам будет сделан сюрприз. И, конечно, в таком прекрасном состоянии у вас и сон хороший будет, и аппетит хороший будет, и вместе вы что-то будете делать. Прям просияйте. Мне идет, что вы будете сиять. И это прям будет бросаться в глаза вам. Люди будут делать комплименты и говорить: о, ты так выглядишь шикарно, ты такая счастливая. Да, вот такие вот вещи будут вам говорить. Да, вы будете прям по жизни порхать. Все благодаря этому человеку. Дальше со дня на день что поменяется? Какой-то крючок себя сбросите. Кто-то вас загарпунил, как будто бы крючок был. И человек тянул, подтягивал вас к себе. Может быть, обмануть хотел, может быть, воспользоваться вами хотел, может, еще что-то плохое хотел. Но крючки — это нехорошо, крючки — это всегда плохо. А вы вовремя сообразите, вовремя поймете и крючок этот с себя сбросите. Не просто сбросите, вы его как будто бы в того человека кинете. И скажете: вот не лезь ко мне со своими крючками, иначе хуже будет, ты меня еще не знаешь, да? Со мной лучше не связываться. Я тебе еще покажу, как крючки в меня, как поддевать, да? Сейчас получишь. Человек в шоке от вас будет, просто в шоке, и тут восклицательный знак. Знаете, вот даже если это недоброжелатель, либо какой-то мошенник, восхитится вами, скажет: что какая сильная, ох, какая умная, да? Раскусила мой крючок, распознала. Мало того, не побоялась мне еще и в лицо это кинуть, да, угрожать не побоялась. Ух, какая крутая. Так что еще впечатление произведете на этого гарпунщика. Ну, что есть, то есть. Вы, конечно, молодец, вам равных нет. Вы всегда умеете удивить. И людей, наверное, очень обескураживает то, что вы выглядите очень мило, спокойно. Такая, знаете, добрая женщина, либо добрый мужчина с улыбкой на лице. Но если вас тронуть, тут мало не покажется, тут никому не поздоровится. Так, еще с левой стороны. Над кем-то смеяться будете. Да так громко, что аж живот разболится. До слез будете смеяться. Здесь какая-то женщина опозорится. Да так опозорится, что там уже этот позор ничем не прикрыть, не смыть, не закрыть. Ничего не поможет. Позор позорный. И это как будто бы погубит репутацию этой женщины. Погубит все то, чего она добилась. Что она там создавала, к чему стремилась. Позор. Вот сама опозорится. И вы будете громко смеяться. Долго и громко до слез смеяться.
Возможно, вы всегда знали, что эта женщина, она не та, за кого себя выдает. Возможно, вы даже предупреждали эту женщину и говорили, ну, так не стоит себя вести, да, это может быть чревато. И тут, пожалуйста, такая ситуация произойдет. Долго будет обсуждаться вот это событие с ней связано, ее позор будет долго обсуждаться, даже самый, знаете, ленивый будет смеяться. И также я вижу, что эта женщина, она вместо того, чтобы, ну, как-то, знаете, там, спокойно себя вести, она еще начнет там доказывать, что вы там все дураки, а я умная, вы не то поняли. Либо я вам всем тут устрою, раз вы надо мной смеетесь. Еще больше как будто бы себя закапывает. У кого-то, если честно, отыграется соперница. Соперница, которая уже считала, что она вас победила. У кого-то отыграется конкурентка. Да? Вот если вы мужчина, может быть, конкурентка в бизнесе, там, на работе конкурентка. Может быть, женщина-недоброжелательница, которая считала, что вот она все сделала, да, поймала Бога за бороду. Но нет, здесь позор позорный, и от этого позора ей уже никогда не отмыться. Всегда люди будут помнить, всегда будут вспоминать, тыкать в нее пальцами. Туда эти дети даже будут ходить, тыкать пальцами и смеяться. Так что все, считайте, что ее как честь погублена, да, навсегда загублена. Ну, что идет, то я вам и говорю. Дальше, мои хорошие, вижу, что с кем-то у вас будет беседа. Беседа достаточно интересная. Не могу сказать, что это прям какой-то друг, знакомый, родственник. Возможно, этого человека вы знаете, но не так, чтобы близко, да. Вот у вас состоится беседа. Причем вас как приглашают к этой беседе, да, и вы думаете, ой, ну, что этот человек от меня хочет, да, почему хочет со мной поговорить, никогда раньше не общался, не был замечен в желании со мной общаться. Ну, вот вас приглашают к этому диалогу. Вы, конечно же, там себе надумаете кучу всего. Но я вижу, что этот человек вам в этой беседе что-то будет либо объяснять, либо предлагать. Но что-то хорошее для вас. И вы так удивитесь, скажете, ну надо же, мы практически друг друга не знаем, а человек такой вот хороший, да, вот хочет мне помочь, да, либо такие предложения хорошие мне делает. Вот почему мы раньше не общались, почему, ну вот как-то отстраненно друг от друга держались. Этот человек на вас произведет впечатление очень открытого, доброжелательного, хорошо воспитанного и очень грамотного человека. Вам прям очень понравится общение, и прям под таким хорошим впечатлением будете ходить, даже кому-то будете рассказывать, что ты представляешь, оказался, что такой порядочный человек, либо такая порядочная женщина. Вот как рассказываете, рекламируете. То, что вам будут предлагать, либо то, что вам будут объяснять, действительно важно и для вас, и для вашего будущего, и даже как-то полезно мне идет, да? Польза какая-то есть. Так, еще вижу ленивого мужчину. Мужчина, который вообще такой ленивый, он даже для себя максимально ленивый, но при этом страх гонит этого мужчину на какие-то героические поступки. Ну, гонит, подталкивает. Этот мужчина, то ли он очень боится, что он вас теряет, да, что вы скоро пошлете, да, уже надоел своей ленностью, то ли ему страшно, что вы его на кого-то променяете, да, ему хочется вам и показать, и доказать, что он тоже там не пальцем деланный. Мужчина ленивый, но он настолько активную деятельность разведет, что вы аж за голову будете хвататься и думать, ну какая муха его укусила, да, ну что ж такое, прям такой активный, такой деловой, и туда, и сюда, и посуду помыл там, и какие-то задания выполнил, и перевыполнил даже какие-то задания, прям шуршать будет туда-сюда. Как, знаете, бабка пошептала. С одной стороны, это, конечно, замечательно, но с другой стороны, это максимально подозрительно, да, потому что вы думаете, мало ли, может, он там обманул меня, либо что-то такое сделал нехорошее, теперь как следы заметая, да, чтобы я там сильно не ругалась. Но нет, это страх. Ему станет страшно, что вы его в отставку пошлете, что вы его прогоните, что на кого-то поменяете, что уже так он вас достал своей этой ленностью, что скоро пинками погоните. Может быть, как само придет, да, во сне приснится. Может быть, кто-то ему скажет, может, передачу какую-то посмотрит по телевизору, где приблизительно такого же персонажа, как и он, показывают. И это прям стимулирует, вдохновляет и толкает к действию. Страх. Мне идет страх. Это не значит, что он навсегда будет таким активным. Это временная акция, к сожалению. Но с другой стороны, я вам объяснила, да, на что можно давить для того, чтобы избавлять этого мужчину от лени. Вот. То есть страх вас потерять. Все.
Вот на этом, девочки, и стойте, этим пользуйтесь. И тогда даже самый ленивый станет очень активным. Но, правда, временно. Так, еще я вижу, что к вам кто-то подойдет знакомиться. Ой, интересно, так показали с левой стороны. Либо какое-то место совершенно неподходящее под знакомство, либо вам не до знакомства будет, да, может, вы не хотите ни с кем знакомиться, вы там спешите на работу, допустим, либо куда-то вот спешите, и к вам мужчина пристает, ну, либо если вы мужчина, то женщина, наверное, пристанет. А давайте познакомимся, давайте то, давайте сё. И вы смотрите на человека, ну, симпатичный человек, да, очень интересный. И понимаете, что прям тянет к этому человеку. Даже немножко испугаетесь. А вот мне идет, что вы познакомитесь именно с тем, кто послан в вашу жизнь по судьбе. Вот посланник мне идет, посланник небес. Человек с вами знакомится, ну, потому что так высшие силы хотят. Этот человек, он то ли вас должен от чего-то отвлечь, то ли на что-то переключить, то ли действительно вот чем-то вам помочь. Да, вот мне так идет. То есть это ни к чему не обязывающее знакомство, но лучше все-таки познакомиться. Тем более человек не нагло себя ведет, там нет каких-то там дерзких приставаний, навязываний, нет, просто желание познакомиться. Да, познакомьтесь, ничего страшного не случится. С этим человеком вы еще встретитесь, либо будете как-то взаимодействовать, мне идет. То есть получается, вы смотрите на незнакомца, либо незнакомку, вам и в голову не приходит, что у вас в будущем будут какие-то совместные действия. Вы просто думаете, что человек решил со мной познакомиться, да, там, позаигрывать. Вот. Но высшие силы тут все уже спланировали, и вы прям это почувствуете, потому что потянет, да, потянет к этому человеку. Ну, вот как судьбоносное мне идет, судьбоносное знакомство. Даже если вам некогда, все равно познакомьтесь. Поверьте, вы ничего не потеряете, наоборот, обретете. Так, еще вижу, что на вас как будто бы кто-то пытается накидывать много веток. Работа, скорее всего, задания могут быть, да? Если вы работаете, то, скорее всего, начальник накидает кучу заданий и скажет: все, кровь из носа, должно быть готово уже вчера, да, давай, там, что хочешь, делай, но чтобы все было сделано, иначе там что, уволю, оштрафую, там, какие-то санкции буду к тебе применять. Если вы не работаете, то какой-то человек вас просто загрузит капитально. Еще, знаете, какие-то устрашающие моменты, что вот если ты не сделаешь, да, там мир рухнет и прочее, прочее, небеса там рухнут. Мои хорошие, это какая-то игра. Игра не очень здоровая. Скорее всего, тут кто тянет, тот и везет. Да? И нужно уметь сказать «нет», либо нужно уметь сказать «хватит», да, я делаю это и это, а это уже, пожалуйста, кому-то другому, либо сам. Да? Потому что я не лошадь ломовая, я не могу все это переделать. Вам нужно будет за себя вступиться и достаточно в резкой форме, пусть не от всего, но частично от чего-то отказаться. Это очень важно. И еще я вижу, что если вы вот так поступите, как я вам говорю, да, человек вас зауважает. Действительно проникнется уважением к вам, поймет, что вы не так просты, как кажетесь, и что нельзя к вам вот так гоп-стопом подходить и все на вас наваливать, что вы знаете свои права, что вы не терпила, да, вы не будете это все терпеть. И нужно кого-то другого искать, да, на эту роль. Вижу, что ваш авторитет растет, и уважение к вам растет со стороны этого человека. Так, еще очень худая курица, но ее можно откормить. Возможно, вы получите не тот доход, который хотели, либо не те деньги, на которые рассчитывали, принесет ваше дело, либо ваш бизнес. Но, опять же, это временная ситуация, связанная как-то с сезоном, интересом, либо экономикой, финансовыми возможностями людей. То есть это как временный спад. Курочку эту не выкидывайте, от нее не отказывайтесь, ее можно откормить. То есть в этом месяце именно такая ситуация, а в следующем месяце будет гораздо все лучше. Когда получаете эту худенькую курочку, это не значит, что нужно все бросить, это значит, что нужно усилиться, больше усилий прилагать в том деле, которым занимаетесь, либо в том бизнесе, который ведете.
Вот, все равно курица это результат, да, ну толку, что она маленькая, ну в этот раз маленькая, в следующий раз больше будет. Не бросайте, дело свое не бросайте. Это вот внешние факторы, это не из-за вас, это внешние факторы, которые вот так повлияли. Так, и еще, мои хорошие, что-то с технологиями связано, не знаю, компьютерные программы, может еще какие-то программы. Придется вам что-то изучать, что-то узнавать, познавать. Для вас это будет непросто, особенно если вы никакого отношения к этому не имеете. Сложная терминология, но я вам так скажу, это только лишь выглядит, либо звучит страшно. Но если немножечко там попробовать, попрактиковать, у вас все получится. Бояться вам не надо. Бояться не надо. Не так страшно, не так сложно, как кажется. Ничего, пару дней будете как рыба в воде плавать в этой теме, все у вас будет замечательно. Кстати, еще про поводу техники могу сказать, что могут быть всякого рода странные помехи, поломки, странное поведение техники. Что-то влияет. Мне идет, что что-то влияет. Что-то, что в магнитное поле Земли попадает. Может быть, какие-то объекты влияют. Объекты, которые не всем видны и не всем понятны. Но кто понял, тот понял, кто не понял, вам и не надо. Что-то влияет. Это не значит, что техника испортилась. Это идет именно влияние. Влияние чего-то такого, что не поддается объяснению. Давайте скажем так. Вот, не нервничайте, все хорошо. Пройдет пару дней, все наладится. Так, подруга у кого-то интересная, обновками хвастаться будет. Сразу говорю, она врет. Она врет, она будет там рассказывать, что ой, это такое прям люксовое, брендовое, шик, блеск, красота, за бешеные деньги куплено. На самом деле, паль какая-то. Паль, ну вы, пожалуйста, ее там не палите, да, вы ей подыграете, поддержите, для нее это важно. Это важно, иначе еще обидеться, затаиться. К чему вам это? Не надо. Видите, что паль, скажите, о, точно, оригинал, да-да. Ты молодец, ты счастливая, у тебя это есть, у меня нет, я завидую, да. Ну, что-нибудь такое придумайте. Поднимите ее самооценку. Поддержите ее эго. Поверьте, она вас отблагодарит. Поймете потом, о чем я говорила. Дальше ножницы показывают. Ножницы разрезать, отсекать, отрезать. Ой, вопрос так резко встанет по поводу вас и какого-то человека. И ножницы будут. Либо кто-то эти ножницы вам дает. Но это может быть, знаете, как совет. Да? Вам кто-то скажет, ну все, перестань общаться, там, заблокируй этого человека. Этот совет плохой. Этот совет очень плохой. И ножницами этими пользоваться нельзя. Нельзя себя отрезать от этого человека, либо этого человека отрезать от себя. Там что-то не так. Что-то есть, что глубоко лежит. И оно раскроется позже, гораздо позже. А сейчас все выглядит максимально превратно. И поэтому вам кто-то говорит, отрежь, да, отсеки от себя. Но вы этого, пожалуйста, не делайте, иначе потом пожалеете. Да? Лучше как понять, простить, пожалеть, чем отрезать, и потом уже ничего не вернешь и не восстановишь. А когда вы вот это вот то, что глубоко находится, узнаете, тогда еще и пожалеть можете. Да, что вы человека не выслушали, отрезали, что не стали идти там как на принятие ситуации, хоть вы ее не совсем понимаете, но вы могли ее принять. Да, вы можете принять, сказать, ну ладно, потом поговорим про это. Не отрезайте, никого не блокируйте. Это вот очень важный совет. Дальше вижу, что какой-то человек вам будет предлагать помощь. Ну вот давай я тебя подсажу, да, я тебя подниму, а ты дотянешься. Это плохая идея. Почему? Потому что человек не справится. Вас не удержит этот человек, не сможет вам оказать ту помощь, какую обещает. Вот. Чтобы не потерпеть фиаско, чтобы не оказаться разочарованным, лучше пока от этой идеи откажитесь. Придет время, вам и тянуться не надо. Само придет, само упадет, само в руки дастся. Пока не время, скорее всего, поэтому не форсируйте и не подгоняйте события. Человек, да, хочет вам помочь, но человек переоценивает свои возможности. И так может вместе с вами и упасть, да, и будет тогда уже всем плохо. Поблагодарите, скажите, нет, я пока не хочу, я не заинтересован, там, не заинтересована, потом, в следующий раз. Вот. И так вы никого не обидите, и все будет хорошо.
Дальше какая-то башня начинает рушиться, кирпичи с нее выпадают, либо эти каменные блоки. Вы знаете, это только лишь начало, а дальше будет больше. Что-то начинает рассыпаться, дает трещины и скоро рухнет. Пока полностью не будет готов результат, да, пока эта башня не рухнет, лучше ничего не делать, лучше дождаться, потому что я вижу, что люди побегут в надежде, что вот я там первую ухвачу, но на самом деле они ухватят только эти камни, которые выпадают, да, могут еще и пострадать. А вы лучше дождитесь, пока все уже будет готово. Потом придете, получите свое и пойдете дальше. Разрушения. Может быть, какие-то запреты будут снимать, может, какие-то разрешения будут для людей. Первые, кто прибегут, они либо не то получат, либо совсем не то получат, либо даже, в принципе, получат, да, какую-то проблему себе. Поэтому лучше дождаться, пока уже четко, точно, понятно будет сформирован алгоритм там, разрешения, либо получения, либо одобрения. И тогда уже пойдете и получите свое. Почему-то мне кажется, что это как-то с правительством связано, с законами связано. Да, лучше дождаться, пока будут и законы приняты, и объяснения даны, и четкий алгоритм действия будет понятен. Иначе не то можно получить. Дальше корзина. У вас есть возможность наполнить свою корзину. По крайней мере, появится возможность наполнить свою корзину. Может быть, что-то купить, приобрести. Впрок даже, может быть, с правой стороны. Найдите время для того, чтобы это сделать. Иначе потом вы можете пожалеть. Там, не знаю, цены повысятся, либо у вас времени просто банально не будет, чтобы сходить вот на шопинг, скупиться. Да, лучше все делать по мере как открытия возможностей. Тут у вас возможность, но вы можете ее проигнорировать, отдав предпочтение чему-то другому. Да, лучше все-таки сходить и приобрести. Дальше, мои хорошие, тут вот очень похоже на косметические какие-то уходовые процедуры. Могут быть следы, но эти следы, они быстро уйдут. То есть, если вы думаете, сейчас я там чистку сделаю, да, а потом вечером на свидание пойду, нет, так не будет. У вас будут следы, вот там покраснения, может быть, какие-то потемнения. Лучше так не делать, да, потому что настроение себе испортите, и будете пытаться там маскировать, еще и там, не дай бог, как раздражение пойдет, да. Не надо так все планировать, всему свое время. Я вижу, что следы быстро уйдут, но не в течение там суток, да, может больше чуть времени уйдет. Вот. Ну, а сама процедура очень эффективная, хорошая, будут прекрасные результаты. Вы это сами потом увидите. Дальше я вам показываю человека, который щитом закрывается от вас, прячется, наверное, от вас, либо скрывается от вас. А сама судьба поможет вам выйти на этого человека и застать врасплох. Человек щит перед собой ставит, а вы сзади зайдете. Как бы не прятался, как бы не скрывался, все равно вы дотянетесь до этого человека, далеко не уйдет. Да, судьба поможет. Судьба, провидение, вот как хотите, так и называйте. Так, летучая мышь кружит над вами, но не садится на вас. Вы чего-то не испугаетесь. Вот того, чего раньше боялись, сейчас вы не испугаетесь. То ли привыкли, то ли уже, знаете, нет страха. Вот бесстрашие пришло. Скажите, тоже мне новости, да? Чего я буду бояться, что я там не видела. Вот, возможно, за долгое время, вот впервые вы перестанете бояться, да, либо сможете взять себя в руки и не испугаться каких-то новостей, каких-то, не знаю, там сообщений. Кто-то вам что-то там страшное рассказывает, и скажете, ерунда какая-то. Да, вот такой момент. Момент на самом деле очень важный. Этот момент, он переломный. Это говорит о том, что вы действительно доверяете себе, доверяете миру и не поддаетесь панике и истерии. А когда человек в панике, в истерии, он совершает самые глупые ошибки в своей жизни. Но когда человек держит себя в руках и трезво размышляет, вот он может справиться со всеми ужасными событиями. Конечно, я не желаю вам ужасных событий, но я в принципе говорю, да, вот вам уже как и море по колено, да.
Это хороший момент, это хорошее начало. С чем я вас, мои хорошие, и поздравляю. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.